Здравствуйте, ребята! Я Телегенова Дамира Исенгуловна, и у нас с вами сегодня урок по истории Кыргызстана и мировой истории в 6 классе. Тема нашего урока – государство Усунь, государство Давань. Итак, ребята, давайте для начала мы с вами познакомимся с планом урока. Ребята, вы видите, что наш урок состоит из 2 частей, поэтому давайте мы с вами познакомимся с планом урока. Сегодня, ребята, вы узнаете об исторических сведениях об Усунях, узнаете о формировании и возникновении территории государства Усунь, о взаимоотношениях государства Усунь с Китайской империей, о хозяйстве и религии. Дальше мы с вами продолжим урок, и вы узнаете о государстве Давань, о структуре управления в государстве Давань. Вы узнаете о небесных скакунах гордости государства. Также вы узнаете о борьбе Даваня с Китаем, ну и, естественно, о хозяйстве и религии. Для начала, ребята, давайте мы с вами познакомимся с новыми для вас понятиями. Усунь в переводе означает «народ 10 родов». Ус – род, ун – 10. Кумбак – титул правителя государства Усунь. Аргамак – древнее название породистой, объезженной верховой лошади. Дулдул – небесные скакуны. Вопрос об Усунях весьма сложен. Древняя Усуньская земля, по сведениям китайского путешественника Джан Цяня, лежала между Дуньхуаном и Циньяншанем, но здесь же размещались и юэджи. Текст из Шидзы гласит, что в конце III века до нашей эры Усуни бежали из долины реки Данхэ. По-видимому, виновниками этого были юэджи. Усуни бежали в западную Хулху. Там они вступили в бой с воинами Мадэ Шаньюя. Здесь правитель Усуней был убит. Хунны отнеслись милостиво к побежденным Усуням. Они не были ни перебиты, ни разогнаны. Сына убитого правителя Шаньюй Мадэ взял в ставку и воспитал, а затем вручил ему управление его народом с титулом Гуньмо. Усуням была поручена охрана границы при западной стене. Здесь подразумевалась западная граница Хунну, где обитали неприятели Усуней, юэджи. Это объясняет факт появления Усуней в Западной Джунгаре и Семиречье и согласуется с версией из биографии Джан Цяня, где говорится, что молодой Гуньмо, получив разрешение Шаньюя отомстить юэджам за поражение, вторгся в Выли и прогнал их на запад. Итак, в эпоху Мадэ Усуни выступали как вассалы Хунну. Усуни кочевали в западной части Великой Китайской стены. В 160 году до нашей эры, разгромив саков и юэджи, часть Усуней переселилась на Тяньшань и Семиречье. Спустя немного времени ими было образовано новое государство, граничащее на востоке с хуннами, на западе с Каньгюем, на юге с Ферганой и восточным Туркестаном. Владения Усуни простирались от Иссык-Куля до озера Балхаш. Столицей государства был город Чигу. Китайский путешественник Чжэн Сянь, побывавший на Иссык-Куле и прошедший через Тяньшань и Фергану во II веке до нашей эры, называют город Усунь Чигу, в переводе с китайского «город Красной долины». Усунь – это кочевое владение, коего жители переходят за скотом с места на место, писал путешественник. Усунь имеет несколько десятков тысяч войска, отважного в сражениях. Усуни прежде были под зависимостью Хунну, но когда усилились, собрали своих вассалов и отказались отправляться на съезды при дворе Хунну. Так писал Джан Цянь. Чигу был одним из крупнейших городов Востока в древнем мире. За его высокими крепостными стенами прятались богатые дома, дворцы, святилища, отделанные золотом. По мнению ученых, этот город располагался в районе впадения реки Тюб в озере Иссык-Куль или низовьях села Кызылсу, центра Жетыгульского района Иссык-Кульской области. Если подняться над заливом на вертолете, то с высоты видны очертания четырехугольника стен затонувшего города. Археологи собрали довольно большую коллекцию предметов материальной культуры, которая дает представление о жизни обитателей этого города, их занятиях и их быте. Изделия из камня, керамики, металла, поделки из рога. Также нашли много глиняной посуды, каменные зернотерки, бронзовые серпы, кинжалы, котлы. В начале нашей эры воды Иссык-Куля поднялись, и город ушел под воду. Его жители занимались земледелием и ремеслом. Правитель Усуньи носил титул Кумбак, иначе его еще называли Кунби. В своей власти Кумбак опирался на совет старейшин. Власть Кунбака была наследственной. В государственном аппарате было не менее 16 чиновников.
По сведениям Джэньсяня, китайского посланника, направленного в 117 году до нашей эры в Усуньское государство, здесь насчитывалось 120 тысяч семей, что составляло 630 тысяч человек. Войска Усуни по тем временам были грозной силой. С Кумбагом были вынуждены считаться и Китай, и гунны. Поэтому саки и юэджи семиречи, китайцы и господствующие в то время в Центральной Азии хунны были вынуждены считаться с усунями. Взаимоотношения государства Усунь и Китайской империи. В конце II века до нашей эры перед Китайской империей Хань стояли две важнейшие задачи. Первая – разгромить при помощи Усуньи давнего врага хуннов. Вторая задача – контролировать Великий Шелковый путь. В 115 году до нашей эры китайский император Уди направляет к Усуням послов с богатыми дарами и невестой знатного происхождения, которая предназначалась в жены правителю Кумбагу. Так император пытался перетянуть на свою сторону Усуней. В начале I века до нашей эры Кумбаг Усуни и Унгуйби заключает договор с Ханьской империей о проведении совместного похода против государства хуннов. В 71 году до нашей эры 50-тысячное войско Усуней и 160-тысячная китайская армия нанесли сокрушительный удар по хуннам. После разгрома хуннов Усуни устанавливают политические отношения с государствами Кангуй и Давань. Династийные браки усуньских кумбагов с принцессами империи Хань и державы гуннов заключались неоднократно. Со временем потомки наземных принцесс занимали трон или претендовали на него. Они образовали два постоянно соперничающих между собой ветви в династии кунбагов – гуньскую и ханьскую. Каждая из соперничающих сторон стремилась посадить на трон своего наследника. Борьба за трон, межплеменные усобицы, умело разжигаемые китайцами, привели к распаду государства на две части в 53 году до нашей эры, а в дальнейшем к падению самого государства. Последние упоминания в источниках об усунях датируются 437 годом нашей эры, когда они направляли очередное посольство в Китай. В середине VI века усуни вошли в состав тюркского каганата. Хозяйство усуней. Усуни вели полукочевой образ жизни, занимались скотоводством. В то же время усуни, населявшие Чуйскую долину и берега Иссык-Куле, вели оседлый образ жизни и занимались земледелием. Выращивали ячмень, пшеницу, а также фрукты и овощи. Проводили оросительные работы. Население занималось ремеслом. Мастера-ремесленники изготавливали из металла и дерева различную хозяйственную утварь и орудия труда. Из глины – посуду, из золота и серебра – предметы украшений. В обществе существовало сильное социальное неравенство. Это проявлялось в том, что богатые владели большим количеством скота, например, 4-5 тысячами лошадей. В усуньском обществе были и рабы, труд которых использовался в свободных общинах в домашнем хозяйстве. Религиозные верования. Усуни верили в существование загробной жизни, что душа человека живет вечно, и проявляли большую заботу о местах захоронений. Перед тем, как положить умершего в могилу, обязательно проводили церемонию очищения погребальной камеры казанак огнем. В представлении людей огонь вбирал в себя все грехи умершего, а также очищал могилу от всякой нечисти. В случае смерти человека обязательно приносилось в жертву животное, а вместе с усопшим в могилу укладывали предметы быта, пищу, так как верили в воскрешение его души. Усуни поклонялись духам умерших, явлениям и силам природы, особенно солнцу, луне, звездам. Усуни, как и саки, воздвигали на месте захоронения своих правителей, предводителей родов, известных военачальников, огромные земляные курганы, диаметр которых доходил до 80-100 метров. Курганы захоронения усуней невозможно отличить по внешним признакам от сакских, поэтому сохранившиеся до наших дней курганы захоронения называют обобщенно сако-усунские курганы. Ну а теперь, ребята, мы с вами переходим ко второй части урока – государство Давань. В Ферганское одоление еще в начале первого тысячелетия до нашей эры возникло государство с развитой оседло-земледельческой культурой. В китайских хрониках его называют Давань. Происхождение названия связывают с этнонимом Тахар – сильного кочевого племени. В V веке нашей эры появляются названия Бахань и Полона. Последний термин – китайская транскрипция слова Фергана. В письменных источниках на языке фарси древнее государство называлось Паркана, современное звучание Ферганы. А в китайских хрониках Да-Юань, Дабан. Названия Паркана и Дабан означали прекрасные сказочные земли.
В государстве было более 70 городов. Столица – город Эрши. Его отождествляют с городищем, развалины которого сохранились недалеко от современного села Араван Ошской области. Некоторые ученые считают, что развалины города Эрши находятся у современного села Мархамат в Узбекистане. Город несколько рядов окружали мощные защитные стены. В его центральной части располагались высокие минареты с толстыми стенами из кирпича сердца. В восточном рубеже государства защищал город Ю. Археологи нашли его развалины в 8 километрах к северу от современного Узгена, у села Шаробашат. С востока, с запада и севера его окружали высокие оборонительные стены с башнями. С юга подступы защищала бурная река. Сохранились развалины цитадели высотой 12 метров. Большая часть населения проживала в небольших селениях и домах-усадьбах, которые, как показали археологические раскопки, были хорошо укреплены и могли противостоять вражеским нашествиям. Предположительно, в Фергане проживало 60 тысяч семей, что составляло около 300 тысяч человек. Внешне жители были похожи на европеидов. В китайских летописях ферганцы описывают так: у них глубокие глазницы, густая борода. Говорили даваньцы на одном из восточно-иранских языков. Государством правила династия местных царей. Власть их была сильно ограничена советом старейшин и знати. Совет выбирал и смещал царя, решал вопросы войны и мира, установления и разрыва дипломатических отношений с другими странами. В состав совета старейшин могли войти только представители знатных родов. Решения совета старейшин были обязательны для правителей отдельных городов. Опору государства составляли свободные сельские общинники. В случае войны из них набиралось ополчение численностью до 60 тысяч человек, вооруженных луками и копьями. Далеко за пределами государства шла слава о двух породах даваньских скакунов, которыми гордились ферганцы – Аргын и Дулдул. Китайские источники сообщали интересные сведения об этих скакунах. Так, по некоторым из них, скакуны содержались в особых условиях, и это секреты никому не выдавались. Загоны для них были обнесены 3 рядами защитных стен. В качестве корма использовались особые продукты. Во втором ряду защитных стен размещались сторожевые собаки, которые своим громким устрашающим лаем не подпускали никого к месту содержания скакунов. Возможно, поэтому торговцы-караванщики, ходившие по Великому Шелковому пути, называли город Урюш. Урюш дословно лай. С этим словом, возможно, связано происхождение названия Эрши. Скакуны породы Аргын отличались своей быстротой, и поэтому к ним проявляли особый интерес соседние государства. Давань получала хорошие доходы от продажи этих скакунов. Скакуны породы Дулдул считались священной гордостью и честью правителей государства. Поэтому их не продавали, их не резали для угощения. По некоторым легендам, когда эти скакуны мчались, они покрывались не потом, а кровью. Если в бою враг убивал седока лошади, то на месте смерти никого не оставалось. Скакун вместе с хозяином улетал на небо. В народе их называли небесными конями или аргамаками с небес. У них была грациозная лебединая шея, небольшая голова, тонкие изящные ноги. Изображения известных скакунов наши предки оставили на скалах в местности Дулдулата в Араванском районе и на Сулайманто в городе Ош. В китайских письменных источниках, в материалах архивного фонда Института восточных рукописей Академии наук России в Санкт-Петербурге есть много сведений о скакунах Давани. Из них известно, что во дворце даваньского правителя в качестве священного животного стояли золотые статуи 2 скакунов, вылитые во весь рост. Легенда гласит, что император Уди направил в Фергану послов, чтобы приобрести знаменитых даваньских аргамаков. Они, потомки кроваво-потных небесных коней, нужны были императору, чтобы подняться на вершину священной китайской горы, где росли персики, дарующие бессмертие. Но ферганские старейшины наотрез отказались продать скакунов китайцам. Раздраженный ханьский посол, выходя из зала, где велись переговоры, с пренебрежением толкнул статую золотого коня, находившуюся во дворце. Это решило его судьбу. Даваньцы почитали небесных коней как священных и, конечно, не могли простить такое оскорбление. Как только посол покинул территорию государства, его убили неподалеку от пограничного города Ю. Повод для войны был вполне достаточным, и император решил получить силой то, чего послу не удалось получить дипломатическим путем. Что касается реальных причин войны, то Китай, конечно, был заинтересован в установлении контроля над богатым государством. Походы Китая на Давань. В 105 году до нашей эры китайский император Уди вместе с усунями преследует далеко идущие планы – покорить государство Давань.
Он направляет специальных послов, чтобы заполучить даваньских скакунов. После убийства своего посла разгневанный император объявил Фергане войну. В 103 году до нашей эры китайская армия из 6000 конников и нескольких тысяч пеших воинов под командованием полководца Ли Гуанли направилась в Фергану. После ожесточенных боев китайцам удалось войти в город Ю и овладеть им. Однако местное население оказало настолько сильное сопротивление захватчикам, что Ли Гуанли был вынужден отступить. Ханьская армия понесла тяжелые потери. После поражения в Фергане величие и слава Китая на Западе пошатнулось. Император решил во что бы то ни стало покорить независимое государство и тем самым продемонстрировать соседям свою силу и мощь. В армию были призваны все мужчины, способные воевать. Наконец, 100-тысячное войско под командованием Ли Гуанли в сопровождении 140 тысяч гужевых повозок вновь вышло в поход. В 101 году до нашей эры армия подошла к городу Эши и окружила его. После 40 дней осады китайцы разрушили окружавшие город укрепления, захватили в плен весь совет старейшин. Войскам правителя Мугуа, защищавшим город, пришлось отступить внутрь города. Выкопав там колодцы для воды, собрав провизию, воины решили до последнего отражать атаки противника. Оставшийся в тылу у китайцев город Ю тоже не открыл им своих ворот. Оборонительные укрепления Ферганы были крепкими и надежно защищали от врага. Однако нашлись предатели. Местный князь Мацай, который давно мечтал заполучить власть, организовал заговор, в результате которого правитель Фергана Мугуа был убит. Вместо него правителем стал приспешник китайцев Мацай. Совет старейшин был вынужден запросить о мире. Китайский полководец согласился на перемирие, по которому Китай получил десятки породистых скакунов и 3000 лошадей. Так завершилась война, длившаяся 4 года. Китайцы, так и не овладев полностью городом Эрши, вынуждены были снова вернуться с большими потерями. Домой из 100 тысяч воинов возвратились только 20 тысяч, а из 3000 лошадей, взятых у ферганцев, до Китая дошла только 1000. Совет старейшин обвинил Мацая в предательстве и приговорил его к смерти. После этой войны политическое вмешательство ханьского Китая во внутренние дела Ферганы прекратилось. После этих сражений за свою независимость столицей государства становится город Гуайшен, находящийся на месте нынешнего города Ош. Гора Сулайманто издревле считалась священным местом. Еще до установления Великого Шелкового пути население Парганы проживало в важном регионе, где уже были зачатки торговых связей Востока и Запада. До Раут-Кургоне Алайского района сохранилась основа древнего караван-сарая, каменный фундамент постоялого двора. Даваньцы, привезенные ими из Китая золото и серебро, используют не для того, чтобы делать из них деньги, монеты, а для ювелирных изделий, повествует древнекитайский источник. Этот регион налаживал торговые связи с Китаем, Восточным Туркестаном, Западной Азией, Римом и Южной Африкой. Была высокоразвита и городская культура. Население Ферганы занималось земледелием, выращивало рис, пшеницу, виноград, хлопок, люцерну. Из особых сортов винограда изготавливали высококачественные вина, которые могли храниться долгое время. Население занималось торговлей, ремеслом. В китайских источниках особо отмечается, что ремесленничество было одной из высокоразвитых отраслей. Они обрабатывали металл, в частности железо, извлекали ртуть, золото и другие руды из полезных ископаемых, например, в пещере Кенайгут и Касансай. В изготовлении керамической посуды использовали кузнечные мехи. Развивалось и оседлое скотоводство, разводили коз, овец, лошадей, коров и верблюдов. Крупный рогатый скот содержался сравнительно мало. Религия. Жители Давани поклонялись природным явлениям, солнцу, огню. С особой любовью ухаживали за лошадьми. О государстве Давань в первые века нашей эры имеются лишь отрывочные сведения. Есть предположение о том, что в 90-105 годах нашей эры оно оказалось под властью мощного кушанского государства. Известно, что в 437 году даваньцы отправили своего посла в маленькое китайское царство Вэй. В V веке нашей эры территория Давани была захвачена эфталитами, пришедшими с запада. А теперь, ребята, давайте закрепим нашу новую тему. Я буду читать вопросы, а вы должны найти правильные ответы. Итак, первый вопрос. В Ферганской долине еще в первом тысячелетии до нашей эры возникло государство с развитой оседло-земледельческой культурой. Это государство Давань. Когда усуни переселились на территорию Семиречья,
Да, ребята, это произошло в 160 году до нашей эры. Как переводится с китайского языка название столицы Усуньи – Чигу. Город Красной долины. Назовите титул правителя Усуньи. Надеюсь, ребята, вы угадали, и титул правителя Усуньи – Кумбак. Когда Усуньи оказались в составе тюркского каганата? Это произошло в середине VI века нашей эры. Даваньцы поклонялись им как божествам и называли их, конечно же, небесными скакунами. В V веке Давань была завоевана эфталитами. На этом, ребята, мы с вами заканчиваем наш сегодняшний урок. Спасибо за внимание. До новых встреч!